Под звуки ингушского гимна дошколята открывают мероприятие. К декаде ингушского языка воспитанники готовились долго. Нарядные горянки и строгие джигиты радуют гостей стихами, песнями и национальными танцами. Декада, стартовавшая 16 февраля, во всех общеобразовательных учреждениях региона, направлена на популяризацию ингушского языка. А прививать его нужно с детства, поэтому такие мероприятия тут проводят часто. В мероприятии пейд малахба ялчи и бери игрхалха бери сакетум лакбежи бери хакл мохт шарбежи ve mohta hans susaynet tahan khaluda hani alchi ve duqa butsir bir ersi мохт без театрдатер хата ve мохт бутсполищётельды. Родное слово дети учат через сказки, пословицы, поговорки, но впервые ребенок слышит родную речь из уст матери, когда она напевает ему колыбельную. Сейчас большинство мультфильмов и различных развлекательных программ в основном на русском языке. Конечно, знать его нужно, уверена Лейла Дидигова. Однако изучить язык матери необходимо каждому ингушу. У нее в садике учится внук Усман, и любовь к родному слову ему стараются прививать в домашнем кругу. Дядаз майсхан хабусул алгай мот афия хатсун хабусул алгай мот олт постоянно олсу алгай мот дикки хабуслытсун хамда датс хабус але дядаз хана изду чаг алгай мот ацхатсу бути аяхар аз дядаз. Родной язык – это дар, который передается испокон веков. Несмотря на то, что ингушским языком на сегодняшний день владеет свыше 500 тысяч человек, он носит статус уязвимого. Ежегодная декада проводится в целях сохранения и развития ингушского языка, распространения традиций, духовной культуры народа. Дана Плиева, Джамалил Султыгов, Новости 24.